Это актуальное интервью на Якутия-24. Якутск встречает главное спортивное событие – Кубок мира по вольной борьбе. Сборные команды 8 стран-участниц будут оспаривать право быть сильнейшей. О том, какие задачи становятся перед сборной командой страны, в какой физической форме наши спортсмены и многом другом мы спросим у главного тренера, легендарного Дзамбалата Тедеева. Дзамбалат Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Домашний Кубок мира впервые проводится в Якутске. Для нас это, несомненно, большое событие. Скажите, пожалуйста, а что это означает для страны в целом? Ну, что это означает не только для страны, в целом и для Якутии, что первый раз проводится такое мероприятие такого масштаба, это Кубок мира. Потому что раньше такое мероприятие никогда не проводили. Но никто еще не мог представить, что 4 месяца назад, когда мы здесь находились во главе с нашим президентом Федерации Михаилом Мамиашвили, когда этот вопрос обсуждали с Арсением Сергеевичем, когда обсуждали этот вопрос с Витей Лебедевым, тогда перед нашей федерацией поставили задачу, чтобы Кубок мира забрать вообще в Россию, а потом уже в Якутии. И у нас это получилось. Сегодня мы уже, как хозяева, встречаем Кубок мира уже у нас дома в Якутии. И приехали самые сильные сборные мира, это кто в прошлом году с 1 по 8 место заняли на чемпионате мира. И сегодня мы вот здесь на студии ждем ваших вопросов. Последний раз Россия выигрывала Кубок в 2011 году, и тогда в составе сборной был еще наш Виктор Лебедев. На этот раз вы поставили задачу перед нашей сборной победить. Насколько вы уверены в этой победе и по какому принципу формировался состав сборной нынешней? Ну, на самом деле, когда в 2011 году последний раз мы здесь, как хозяева, принимали Кубок мира, это было в Дагестане, тогда наш Витя Лебедев, как капитаном команды, он был тогда. И тогда мы успешно выступили, тогда мы стали чемпионом. И тогда задача какая стояла? Если мы принимающая сторона, надо просто выиграть Кубок мира. А до этого задачи стояли такие, когда у нас Кубок мира проводили там, в Америке или в других местах. Тогда мы шанс больше давали кому? Для молодых атлетов, для молодых ребят, чтобы их проверить, как они борются с нашими основными зарубежными соперниками, как они дрогнут или нет, потому что этот Кубок мира практически борются все самые сильные команды в мире. И тогда мы вернули этот Кубок домой. Сегодня то, что в Якутии проводим Кубок мира, сейчас тоже приехали ребята, наша сборная команда, и первые номера, и в некоторых весовых категориях, и вторые номера, молодые ребята, чтобы где можно было там усилиться, независимо от того, с какой командой мы боремся, если американцами или иранцами, там у каждой команды есть своя специфика, и где можно будет усилиться, там будем усиливаться, где можно будет дать возможность молодым спортсменам, чтобы они себя проявили, там будем эту возможность давать. Ну, сегодня, допустим, в 2 весовых категориях будут бороться ваши земляки из Якутии, это Тютрин и Рассадин. Они сегодня в хорошей спортивной форме, потому что всех болельщиков, которые приехали вчера, и всех якутских болельщиков, только вот это и вопрос задает. Кто же будет бороться из Якутии, вот эти 2 спортсмена будут бороться, а так в целом команда в хорошей спортивной форме. Мы 2-этапную подготовку прошли после турнира Ивана Сергеевича Ярыгина, после турнира Данколова в Болгарии тоже был. И независимо от того, мы сформировали уже сборную команду, кто поедет уже после контрольных схваток, кто поедет уже на Кубок мира в Якутии, а кто останется уже и будет рассматриваться на чемпионат Европы. И это тоже будет через 3 недели. График такой у нас, да. Вы как главный тренер сборной, естественно, знаете степень готовности своей команды. В какой физической форме наши спортсмены и как перелет, смена климата и разница во времени повлияет? Я вам скажу, что наша специфика подготовки вообще и методика, она самая лучшая в мире считается, потому что если смотреть по результатам сборной команды, там и чемпионата Европы, чемпионата мира и Кубков мира, ну, сегодня команда готова покорять высокие вершины Якутии. Хорошая спортивная форма. То есть преграды никакой Конечно. не будет?
Не, это спорт, и везде в спорте бывает как, что кто как готов. Потому что сегодня сказать, что тот выиграет или другой, но сегодня на 100% мы готовы, чтобы сегодня мы какой-то предварительный прогноз говорили, что сборная команда хорошо готова. И завтра же мы с Божьей помощью начнем это доказывать. А скажется ли замена Абдулрашида Садулаева, который получил травму, на Расула Магомедова? Ну, буквально последний день у нас были схватки, и на контрольной схватке вот с Байцаевым Владиславом он повредил колено. Конечно, скажется, но я думаю, что все ребята неплохо готовы, как я уже говорил. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Абдулрашид Садулаев боролся, потому что он капитан команды, вообще сборной команды, локомотивом всегда идет. И от этой схватки очень много зависит. Если вы обратили внимание в прошлом году на чемпионат мира, как все ждали, на последнюю чемпионата мира оставили именно эту схватку Снайдер и Садулаев. Почему? Потому что от этого решался, чья борьба сильнее, российская или американская. И мы очередной раз показали, что наша школа очень сильная, и сегодня мы номер один в мире. Независимо от того, что, конечно, и американцы очень сильные, и иранцы, и азербайджанцы, и грузины. Ну, в любом случае, ну, по практике показывает, что у нас больше побед, чем у кого другой команды. Ну, безусловно, на Кубке мира будут выступать только сильнейшие команды. И какие бы команды вы бы могли отметить, кто может составить действительно серьезную конкуренцию нашей сборной? Для нас, если вот так честно сказать, у нас проходных схваток нету. На каждую сборную команду надо нам настраиваться и готовиться. Почему? Потому что мы, как номер один, это прошлогодний чемпионат мира показало, все на нас очень сильно настраиваются. И мы не должны расслабляться, независимо от того, что какая бы команда ни была. Потому что проходных схваток не будет, тем более у нас двойная ответственность уже на чемпионате, на Кубке мира вот, в Якутии, потому что мы дома это проводим, мы хозяева, поэтому мы обязаны этот кубок, чтобы остался у нас в Якутии. И мы на это настроены, и мы эту задачу понимаем, и это ответственность тоже. А кого из иностранных спортсменов вы бы могли назвать как наиболее сильными соперниками? Ну, я еще со списком не ознакомился, но я с главными тренерами общаюсь. Практически многие привезли первых номеров. Почему? Потому что к Олимпийским играм очень мало времени осталось, практически 1,5 года. И некоторые привезли молодых ребят, которых хотят проверить еще дополнительно. Ну, практически, если так сказать, для нас не имеет значения, с кем мы будем встречаться. На каждую схватку мы будем настраиваться, на каждую схватку для нас это как вес золотом. Нам нужна только победа, и все. Вы упомянули, что в составе нашей сборной двое якутян, это Тютрин и Рассадин. Почему в состав сборной не попал Эдуард Гаврилев и, как вы можете, Григорьев, извиняюсь, и как вы можете именно оценить в целом сильные стороны якутских борцов и отличается ли якутская школа борьбы, например, от кавказской? Вообще я могу сказать, что якутская школа борьбы, она очень сильная, потому что история у вас очень сильная, потому что здесь выступали такие легендарные спортсмены, как Павел Пеневин, как Дмитриев Роман, как Коркин, как Витя Лебедев, как Кантови братья. У вас школа очень богатая, поэтому есть вам чем что сказать и чем похвастаться. Самое главное, чтобы вот позиции, что вы не сдавали вообще в мировой борьбе, потому что якутские борцы всегда в легких весах доминировали в мире. И сегодня тоже надо этот статус сохранить. Почему? Вот этот Кубок мира тоже был важен, когда мы обсуждали с Арсением Сергеевичем и с Витей Лебедевым в прошлом году и с Мамиашвили, чтобы провести Кубок мира именно в Якутии, и чтобы поддержать и дать еще дополнительный стимул и импульс для развития вольной борьбы в целом в Якутии тоже. И сегодня вот этот Кубок мира, который мы сегодня смотрим, вчера приехали, начиная с аэропорта, заканчивая до гостиницы, вот этой рекламы, и люди подходят, и автографы будут. Это что говорит, что номер один в Якутии все равно является вольная борьба. И пользуясь случаем, я бы хотел сказать,
Оргкомитет возглавлял сам Айсен Сергеевич. Ему сказать большое спасибо, что на таком высоком уровне нас сегодня встречают. Скажите, пожалуйста, для кого из молодых спортсменов нынешний Кубок мира будет своего рода боевым крещением? Ну, вот возьмите сейчас в нашей сборной команде есть Джабраилов, тоже первый раз борется на таком престижном соревновании, он чемпион мира по молодежи. Взяли мы Кривцова в тяжелом весе, тоже очень перспективный молодой спортсмен. Возьмем того же Рассадина, возьмем того же Тютрина. У нас в каждом весе есть молодые спортсмены, на кого мы рассчитываем, чтобы он достойно, хорошо отборолся, и это будет психологическая уверенность вообще для дальнейших стартов. Ну и напоследок, что бы вы могли сказать о наших якутских болельщиков и им какие-то пожелания, может быть, им передать? Я бы, что бы им пожелал? Пожелал им бы большое спасибо, что они так сильно переживают за нашу сборную команду. И, пользуясь случаем, я бы хотел сказать, что мы их не разочаровали и что мы их обрадовали своими победами. И спасибо вам большое за все, то, что вы за нас так переживаете и за нас болеете. Ну а мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что пришли и ответили на наши вопросы, и пожелать вам успехов в вашей работе, ну а нашей сборной, конечно, победы. Большое спасибо. Спасибо за теплые отношения. Это было актуальное интервью. У нас в гостях был главный тренер сборной России Дзамбалат Тедеев. Оставайтесь с нами.